Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Рад вас видеть. Жахар Дудаев. Валикум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Как меня слышно, Жахар Дудаев? Человек-паук. Валикум ассалам. Сейчас, секунду. Шамахи. Валикум ассалам. Это хорошо. Очень рад. И все мои знакомые уже. Валикум ассалам, Сидана Дарова. Очень приятно вас видеть, еще раз повторяюсь. Решил вот выйти в эфир. Спасибо, я тоже очень рад. Оля, так. Здравствуйте, Анатолий. Вот появилось свободное время и решил выйти в прямой эфир. Ну, я чуть-чуть подожду, как обычно. Так, валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату, курок 03. Аминь, Аллах. Аминь. Аллах декал двойвы. Лучшие книги, так, насчет Кадырова. Как-то в последнем эфире я говорил, что вообще не хочу называть его имя, но дело в том, что уже подоело. Мы забываем о главном враге, преступнике этом, про Россию, про Путина, называя этого Кадырова, говоря о нем, выделяя столько времени для этого ушибка. Насчет его болезни, это даже не болезнь, а человек действительно подсел на такие сильнодействующие препараты, его так разнесло. Вот, ну вы сами знаете, видели его состояние. Так, Абарг, валикум ассалам, раматуллахи ва баракату. Насчет событий в Ингушетии, ну я так знаю, что я сегодня слышал, что те, которые участвовали в этом сопротивлении, в стрельбе, вот, они ушли живыми оттуда. Это то, что я слышал сегодня. Так. Мелхи Буарс, валейкум ассалам, раматуллахи ва баракату. Я тоже очень рад читать вас. И, конечно, было бы хорошо, если бы мог бы вас видеть тоже. Это намного бы как бы упростило бы, было бы легче. Вот. И у меня сейчас появилось вот свободное время, думаю, дай-ка выйду в эфир, давно не выходил. Насчет так, на лучшие книги. Ты как считаешь, Украина или Россия больше потерь несет? Россия или Советский Союз, как мы знаем из истории, никогда со своими потерями не считалась. Это такая страна, которым безразлична гибель своих и чужих тоже. Но насколько я знаю, насколько вот в общении с украинцами, это политики, это журналисты, это военные, вот, я могу так с уверенностью сказать, что потерь у России огромные. Во всем, и в живой силе, и в военной технике, в этой старой технике. И я уверен, что Украина выстоит в этой борьбе, в этой войне, и она обязательно победит. Победит Украина, победит весь цивилизованный мир. Это мои слова в поддержку Украины. Иншаллах. Вообще, как считаешь, будет Украина, то есть начнет ли Украина контрнаступление? Но это знают, лучше всего знают и военные, и руководство Украины. Мы можем лишь гадать, что будет.
Но я знаю, что у Украины достаточно сил, чтобы противостоять такой армаде, этим преступникам, русским оккупантам. И у них достаточно сил победить в этой войне. И, конечно же, я очень благодарен, как и вы, за помощь всего цивилизованного мира, который вот оказывает эту помощь во всем, поддерживает Украину. И, наконец, поняли, что такое Россия, что такое руководство России и какую опасность она несет. Владимир, Анзор, как вы относитесь к Навальному, который участвовал в русском марше? Сейчас, секунду, дочитаю. Где лозунг «Москва для москвичей» или это очередной русский волк в овечьей шкуре и шовинист? Ну вот Навальному я не верю, и я это много раз говорил, и еще раз повторюсь, что в России сегодня нет оппозиции. Нету такой силы, которая может выйти организованно, сказать что-либо против действий руководства России. Нету Ходорковского, нет Навального, я не считаю это оппозицией. Была бы там оппозиция, то было бы все по-другому. И я считаю, что в России, в России все терпят, как обычно говорят, терпилы. Что бы с ними ни сделали, с русским народом, им безразлично, что происходит, все окружающее, вот эти жертвы, а их используют как пушечное мясо, и даже и это им подходит. Вот. Лучшие книги. Финляндия вошла в НАТО. Как думаешь, переживает Путин за это? Конечно, переживает. Россия помнит, что такое Финляндия, что из себя представляет финны. Это мужественный народ. Это мы видим, мы можем читать из истории, заглянуть в историю отношений и России, и Финляндии. Так что это огромный минус для Путина. Насчет Швеции вступит так, если Швеция вступит в НАТО, да, я считаю так, я считаю, что Швеция, да, вступит в НАТО. И, конечно же, было бы хорошо, если и Грузия туда вступила. Да. Мелхиборс, оппозиция России за 15 минут с либерального превращается в авторитарное, как сказал Арестович. Да, да, действительно, это так. Так, тут уже люди зашли, поэтому я всех поприветствую. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Еще раз приветствую вас, очень рад вас видеть, читать вас, отвечать на ваши вопросы. И тут писала Оля: Анзор, ты видел, как вышли против строительства? Я понял, о чем это? Против строительства мечети. Это просто возмутило, так, возмутительно говорят, уезжайте к себе домой и там стройте. Ну да, в таких случаях они могут это говорить, а вот в случаях, когда посылают бурят, там, татар, чеченцев, ингушей, дагестанцев воевать в Украину, и чтобы они умирали в Украине за Россию, это им нормально, это подходит.
А вот случай, когда кто-то захотел построить там храм или там мечеть, церковь, не знаю, здесь они возмущаются. Мы, чеченцы, к примеру, никогда не были против какой-либо религии, никаким конфессиям, вот, и у нас все время, вот, скажем, была церковь, например, вот, вспомнил такой случай, была церковь в Гровном, недалеко от Сужинского моста, и знаете, не чеченцы ее поджигали, не чеченцы ее подрывали, не чеченская бомба попадала на эту церковь, вот. А именно русская бомба и снаряды попадали в эту церковь и сожгли ее, русские, вот, которая стояла там более 100 лет, насколько я помню. Вот. Нет религии в России. Была бы там религия, там все было бы по-другому. Не посылали бы своих сыновей убивать других людей. И у нас, чеченцев, и сейчас в Украине избранники. Лучшие книги, Анзор, как считаешь, это сейчас началась Третья мировая война или еще нет? И будет ли ядерная война, как думаешь, или нет? Знаете, мне как-то кажется, что будет. И да, Третья мировая война уже идет. Она идет. Вот посмотрите, сейчас столкнулись все. Вот. И Запад, и Россия, столкнулись интересы. Запад не отступит принципиально, и Россия, хотя сил таковых у них нету. Я имею в виду там, техника, вооруженные силы и так далее. Нету такой армии у России, чтобы наступать или оборониться даже. Нету техники. Их ракеты там даже много случаев, когда они не взлетают, а взрываются на месте. Вот такая техника в России. И Россия — это страна, которая может убивать только мирный народ. Мы сейчас это видим в Украине. Мы видели, как русская армия убивала чеченцев, и они убили у нас более 300 тысяч мирных жителей. Анатолий, так, Жучкин, так, чеченцы очень мужественный, свободолюбивый народ, о чем не раз доказывали всю свою историю. А Кадыров точно чеченец. Но мы говорим, что не чеченец. Я слышал истории, как-то тут рассказывал, что он действительно не чеченец, он рожден не от чеченца. Что есть такая история, что где-то как-то в каком походе чеченцы нашли какого-то ребенка, потом как бы взяли себе, вырастили его. Вот. Это какой-то прадед того Кадырова сегодняшнего. То есть цепочка такая, что непонятно, кто он по нации. И это мы можем узнать, взяв у него ДНК. А насчет мужественном народе, Анатолий, вот, свободолюбивом, мужественном народе, да, мы такие, но я подчеркну, что все народы мужественные, у всех народов есть свои герои, есть у вас, есть у других герои, о которых мы не забываем и никогда не забудем. У каждого народа они есть. Уля, как Тумсо?
Ну, не знаю, видел его последнее видео. Как вы знаете, он жив, здоров, алхамдулилля. Но о всех других деталях пускай Тумсо сам расскажет. Вот. Ну, будет интересно послушать его. Я думаю, что он ждет. Так, сейчас, секунду. Отвлекли. Так, Макс, если у меня спросить, я не думаю, что Кадыров чеченец. Ну, каждый народ не захочет иметь такого Кадырова. У всех народов, как мы видим из истории, есть свои предатели, на которых смотрят вот так с отвращением. Есть такое и у нас. Да, мы говорим, что у него есть такая история, что он его предков где-то как-то вырастили, потом произошло вот такое, в общем. Мы его своим не считаем, и не считаем своими тех, которые сегодня поехали в Украину, если поехали добровольно, и воюют против Украины на стороне России, на стороне той страны, которая убивала чеченский народ. То есть мы их чеченцами не считаем. Лучшие книги, Анзорыч, еще говорят люди, которые умирают за Россию, говорят, что они не мусульмане, или как-то умирают. Ты согласен с этим, да? Я не понял вопроса, если честно. Если ты имеешь в виду, мусульмане они или нет, то я, конечно, такое говорить не имею права. Почему? Потому что только Всевышний, только Аллах знает, кто мусульманин, а кто не мусульманин. Вот. Аллах решает это. Оборик, я не вижу твоего вопроса сейчас. Ты пишешь, я не отвечаю на какой-то вопрос. А ну-ка. Да, потому что он был удален. Но я его возвратил и прочитаю. Правильно ли поступили братья с Ингушетии? Я не знаю, о чем ты сейчас говоришь. Вот. Если ты более подробно это скажешь, я тебе скажу, правильно или неправильно. Дантес, ты верно сказал, что у Кадырова не национальность, а порода. Ну, такая вот порода у этих предателей, у этих отморозков, вот, которые так поступают, идут на службу врагам человечества уже, не только чеченцам. Не только они сейчас, не только враги чеченцев, но и всего цивилизованного мира. Так что, как ты правильно уточнил, это действительно такая порода. Так, Джек Хилл,
Экран у меня маленький, поэтому как маленькие буквы, поэтому чуть сложновато читать. В общем, пишет: ассаламу алейкум, так, алейкум ассалам. Анзор, как считаешь, какие страны последуют примеру Украины и признают Нохчи как оккупированной территорией? Да, первая страна, это, как мы знаем, как мы много раз это говорили, это Украина, и мы проводим такую работу и проводили ее с тех пор, вот всегда, чтобы другие страны, к примеру, Польша или балтийские страны, вот также признали геноцид чеченского народа, признали территорию чеченцев оккупированной Российской Федерацией. Вот. И мы, конечно же, будем продолжать эту работу, чтобы эти страны и другие страны признали геноцидом нашу территорию оккупированной. Я вот считаю, что это будет Польша и балтийские страны. А дальше уже будет видно. Так, Анзор, я имел в виду, человек, если умер на войне за Россию, некоторые говорят, что это грех и неверие. Человек может неверующим погибнуть на этой войне. Да, может. Да, может. Если, вот, я говорю так, ну, я боюсь говорить такое, вот как я сейчас сказал, что не хочу говорить о мусульман или не мусульман. Я отдаю это на суд Аллаха Всевышнего. Вот. И сегодняшние действия этих людей, которые добровольно пошли воевать за Россию, убивать других людей, это уже неверие. Это уже неверие. Он встал на путь, стал рядом с теми, кто когда-то убивал их народ. То есть это предательский путь, и за это им придется отвечать. Иншаллах. Степан Бандера, алейкум салам, Велер маршал Хэл, Шудова Мар. Буду выходить из эфира. Хорошо, Саваш, хорошо. Иду. Дантес, так, Анзор, как думаешь, после поражения в Украине Россия освободит, так, сейчас, секунду, порабощенные народы, или вам придется опять воевать за свою свободу? Знаете, наш народ на самом деле устал воевать. Сейчас, секунду. Зарядки мало. Наш народ действительно устал воевать. Мы воюем, скажем, с 94 года, испытали на себе 2 войны, которые унесла более 300 тысяч мирных жителей. Вот. И, конечно же, мы побеждали во многих боях. Я говорю про первую русско-чеченскую и вторую русско-чеченскую войну. Война Путина, война Ельцина. Но сейчас, что будет, что произойдет, конечно, я не могу сказать. Примерно можем представить, что будет. Мы знаем, что наша земля по-любому будет деоккупирована, не будет этих предателей. Россия развалится, этот процесс пошел. И первой республикой, которая отойдет от этой России, будет Ичкерия. Ичкерия будет, то есть чеченцы. И я надеюсь, что это сделают и другие вслед за чеченцами.
смотрящий после эфира на бюро. Это ты кому? Так, сейчас, секунду. Арес, да, как я могу ошибиться. В общем, так, валикум ассалам. Правда ли в чеченской войне воевали снайперши, женщины, биатлонистки из Прибалтики на стороне Ичкерии? Из разных источников интернета у них прозвище «белые колготки». Это правда или вымысел? Последнее слово. Это вымысел, это неправда. Не было такого. Я никогда во время Первой русско-чеченской войны, я тоже участник, в какой-то степени принимал участие в этой войне, но никогда не видел, чтобы приезжали из балтийских стран женщины, какие-то биатлонистки или снайперши и так далее. Это просто легенды, которые запустила российская пропаганда. Ну, даже вот возьмем бои, разные бои, да, вот когда чеченцы во время Второй русско-чеченской войны разгромили отряд там оккупантов, там их человек 50, например, было, около 100, но российская пропаганда преподносила это так, что якобы у тех чеченцев, которые разгромили этот русский отряд спецназа, якобы чеченцев было там более 1000. И у них было якобы сверхмощное там какое-то новейшее оружие. Это все неправда. Это все неправда. Мы воевали вот с Калашниковым, самым таким большим оружием считалось там гранатомет Муха, огнемет Шмель, это была редкость, например. Минометов у нас не было, были там сколько-то, да, там на пальцах пересчитать, как бы так. Но никакого мощнейшего, новейшего оружия не было. И количество тоже. Вот этой армаде от 300 до 400 тысяч русских оккупантов противостояли, активно противостояли пару тысяч чеченских бойцов. Вот я имею в виду активно. Так-то их было больше. Валейкум ассалам. Как ты считаешь, могут ли люди остановить войну, если выйдут на митинги? Или это должно произойти, чтобы война прекратилась? Так, митинги с какой стороны? По всему миру проходят митинги здравомыслящих людей. Вот. В европейских странах, в каждой стране стоят украинцы, и рядом с ними стоят и другие, там немцы, норвежцы, шведы, французы, австрийцы, рядом с этими украинцами, и требуют приостановления вот этого народоубийства. А в России митингов нету, им безразлично, убьют своих, убьют чужих. Вот им всегда так было. Конечно, если они сейчас выйдут на митинги, Путин на этом не остановится, он убьет их. Как убил по своему приказу, убил детей в Беслане. Это Путин убил детей в Беслане по его приказу. Ему безразлично чья-либо жизнь. Валикум ассалам, брат, ты за кого воюешь? Нет, я не воюю. Я не воюю. Моя война — это мой долг человека, мусульманина, чеченца. Вот чем я занимаюсь. Вот это моя борьба. Вот, скажем так, я и воюю за правду. Вот.
Анзор, вы видите, так, связь, что когда Украина лишилась ядерного потенциала 5 декабря 1994 года, то уже 9 декабря 1994 года Россия начала войну с ЧРИ. И экс-президент США, то есть Клинтон, сказал, что жалеет о Будапеште. Но я не вижу такой связи. К примеру, вы связали даты, да, 5 и 9 декабря. Война в Ичкерии началась еще задолго до вторжения российских оккупантов на нашу территорию. Были попытки развязать эту войну еще с лета 1994 года. То есть Россия хотела развязать эту войну, используя якобы там оппозицию. Это была вооруженная банда, которую она спонсировала, давала оружие, там, включая танки, вертолеты. Вот. Когда они не смогли этого сделать, начать внутреннюю войну между чеченцами, то уже открыто, посадив своих наемников, как они сказали, хотя это были военнослужащие танковых дивизий, Кантемировская и Таманская дивизия. Да. И вот эти бандиты вторглись в нашу республику 26 ноября 1994 года. Это была первая попытка штурма города Грозный. И, конечно же, была неудачная. В этот день все эти танки, буквально все, почти все, были разгромлены нашими отрядами. То есть я имею в виду, что отчет начала Первой русско-чеченской войны идет не с 11 декабря даже, не с 11 декабря 1994 года. Конзор, скажи, пожалуйста, что с Хасаном Халитовым? Знаете, я конкретно не могу сейчас что-либо говорить. То, что мне говорили, это я должен держать в себе, как бы. Вот. Но я знаю, что с ним все хорошо. Кавказ, Нью. Валейкум ассаламу, раматуллахи ва баракату. Так, мы уважаем тебя и твоего отца. Спасибо, мой брат. Очень приятно читать твое сообщение. Мы всегда любили своих братьев, ингушей. И я уже этим подчеркнул, что ингуши — это наши братья, самые близкие братья. Они были и они будут. Магу, валикум салам. Ну, насчет открытия границ, когда Украина победит Рашку, вот, откроет ли Грузия границы? Ну, я не думаю, что это, если произойдет, то это произойдет совсем по-другому, а не так с открытием границ. Я думаю, что это будет совсем по-другому. Анзор, вспомни, сколько раз там российские СМИ хоронили Шамиля, то есть Шамиля Басаева. Про какие колготки речь? Ну, вот именно. Они всех так хоронили. Начиная там от Джахара Дудаева, нашего первого президента, и вот то убили, то ранили, то они якобы сбежали с поля боя, то есть покинули нашу республику, вот это говорили, хотя все они погибли на нашей земле, воюя против русских оккупантов. Воды побольше массово.
Дантес, Нанзор, у Ичкерии хоть артиллерия, бронетехника в тех войнах были, ПВО не говорю, уже про авиацию, понятное дело, не было. Ну да, в начале Первой русско-чеченской войны у нас были танки, да, были Т-60, Т-72, ну и то пару штук. Один танк даже помню, во время одного боя с оппозицией, я помню, по нам стреляли вот в тот день из Шилки и из АГС. Вот снаряды попали в этот танк, в стабилизатор, и этот стабилизатор сломался, там пушка не поднималась, не поворачивалась. Вот, этот танк был, там 2 САУ, были грады, и то 2 единицы. И, конечно же, для нашей республики, для нашей армии, вот, это все мелочи, ну, в том плане, что не было боеприпасов. Да, было там 2 залпа, я помню, это было залпы в 94 году, в декабре, залпы из реактивной системы, вот, «Град». И то не полные, не 40 стволов. Вот все эти запасы, снаряды, там все закончилось, и все это пришлось оставить. Потом уже пошла партизанская война, она была очень даже болезненной для российских оккупантов. Вот тогда мы им показали. Вы много написали, но поэтому пытаюсь как-то успевать. Ну, насчет происходящего в Ингушетии, я знаю, что там была перестрелка, и часть людей, которые вели эту перестрелку, стрельбу, им удалось как бы уйти с места событий, то есть живыми и здоровыми. Вот что я знаю. Кстати, о фильмах. Анзор, что ты скажешь о российских фильмах про Чеченскую войну? Но я сразу же скажу, что я раньше в том первом сообщении хотел сказать, но как-то улетело из головы. Но сейчас я скажу. Не Чеченская война. Нету и не было никаких чеченских войн. Не мы друг другом воевали, не мы бомбили, там, стирали с лица земли наши города и села, не чеченские бомбы убивали мирных жителей Ичкерии. Это война, правильное ее название, это русско-чеченская война. Можно также сказать российская чеченская война. То есть нам нельзя ошибаться даже в названиях этих войн. Сейчас могут там или говорят украинская война. Нету украинской войны. Потому что Россия оккупант, Россия агрессор, Россия убийца. Вот. Они вторглись, они начали эту войну. Вот также они вторглись в нашу республику. На секунду. Сейчас времени уже поджимает. Мне сейчас надо будет ехать. Владимир, я извиняюсь, что я некоторые вопросы пропущу. Вот мне сейчас надо будет ехать, поэтому я все быстро как бы зачитаю. Вот. Владимир пишет: операция «Джихад», как говорят, была одной из лучших примеров контрнаступления, когда у чеченцев не было ничего
но изменили ход войны. Этот опыт Украина использует сейчас в том числе страны Запада. Я много раз тут говорил на этом канале, что даже в военных там учреждениях других стран вот, новых студентов, то есть будущих военных, их обучают этой операции, как она проводилась, какие силы были у чеченцев, какие силы были у русских, и как нам удалось своими силами, не имея оружия, заблокировать и заставить эту преступную группировку, я армией это не назову, капитулировать. Вот. Так что все возможно, если есть единство в рядах, и если ты знаешь, за что ты воюешь. Ну да, я помню еще, что, как эта операция готовилась, принимал в этом участие, ну, конечно, в то время по приказу отца. Вот. Раньше об этом говорил как-то в своих эфирах, там описывая эту операцию. Тут даже на этом канале есть эти видео, где я говорю про всю эту операцию джихад. Анзор, какой город Украины вам больше всего понравился? Ну, знаете, я давно в Украине, мне было, наверное, сколько лет там мне было? 5-6 было, когда первый раз посетил Украину. Мы в то время, отец был-то офицером советской армии, мы проезжали Украину на поезде, то есть с нашей родины вот, туда, в это, Венгрию. И останавливались в разных городах, там Киев, Львов, на остановке ЧОП, это на границе, вот тоже останавливались. Ну, это так, напоминание. А так мне, конечно же, нравится Киев и другие города. Все города нравятся. Анзор, знакомы вы лично с Тимуром Муцураевым? Ну, я его помню с 94-го года. А так, чтобы были какие-то отношения или общение, нет, такого не было. Хорошо, я буду сейчас заканчивать. Мне надо идти. Было очень приятно. Вот, кстати, мне очень хотелось бы сейчас рассказать про свои новые проекты. Но вы тоже меня простите. Я сейчас это все подробно говорить не могу. Хочу держать это так в секрете. Занимаюсь некоторыми проектами по истории. И, конечно же, мне хотелось бы попросить у вас помощи, у тех, кто может участвовать в этом, в этих проектах. То есть ваша помощь тут тоже нужна. И кому-то будет, наверное, интересно, чем я сегодня занимаюсь, почему меня так редко видно на канале. Дело в том, что сегодня я занимаюсь в основном вопросами беженцев. Вот. В последнее время был в разных городах, даже на пунктах приемов беженцев, тех людей, чеченцев, которые покидают нашу родину в поисках убежища, которые уезжают из республики из-за этой могилизации путинско-кадыровской. Вот, с ними общался, пытаясь давать им советы тут на месте. Вот такие вот дела, в общем. Но я знаю, что каждый день
на этих пунктах можно увидеть много чеченцев. Много чеченцев. Я представляю вот реальную картину, действительно, сколько людей сегодня покидает республику. Ну, в основном молодежь, которые бегут из-за этой мобилизации. Так вот, да, я сейчас о некоторых проектах говорил, но я постараюсь скоро его закончить. Ну, я уверен, что вам будет интересно. Пока провожу эту работу. Ну, еще раз повторюсь, ваша помощь, любая помощь в этом тоже важна. Вот. Ну что, благодарю всех. Так, нохтимата лордусом. Шумасера маннаштал обалдой. Маннаш маработ чак бол шуван лукантейсон. И вот, и опять на русском. Ну тогда что? Новых встреч, как говорится. Берегите себя. На все остальное, на все остальное хорошее мы надеемся, иншаллах, оно будет. И будет победа в Украине, будет победа у нас в Ичкерии, и наступит мир, иншаллах. Аллах рейскуршин масана. Жахар Дудаев, давай прочитаю твой вопрос и пойду. Анзор, как думаешь, близок тот день, когда начнется масштабная наша охота на тех, кто учиняет беспредел на нашей земле? Они сами прекрасно знают, что этот день уже наступил, так что ответят, за все ответят, и ответят справедливо, иншаллах. Хорошо, еще раз спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.